Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Открыт ледовый автозимник. Устьянский район связался с поселком Найба. Разрешенная грузоподъемность до 30 тонн. Современные проблемы требуют современных решений. В системе антиплагиат появилась функция выявления работ, написанных с применением искусственного интеллекта. Якутяне покорили международный фестиваль. Как юные музыканты из Магараса заявили о себе на мировой сцене. С 26 января начал действовать автозимник границы Устьянского района, поселок Найба в Булунском районе. На сезонной дороге установлена грузоподъемность до 30 тонн. Надлежащая техника, эксплуатационное состояние обеспечивает ООО «Восход». Соблюдение установленной грузоподъемности неформальности, залог безопасности, превышение нагрузки может привести к повреждению ледового покрытия и создать угрозу для транспорта и людей. Штрафы за охоту на лосей, кабанов, оленей и медведей без соответствующего разрешения могут составить до 50 тысяч рублей. Такой законопроект одобрили и рекомендовали Госдуме принять во втором чтении. Санкции также предусмотрены за нарушение срока и места охоты или превышение разрешенного числа добытых животных. За это человека могут лишить права охотиться на срок от 1 года до 3 лет. И если гражданин занимается охотой на копытных медведей, но не приобрел для этого соответствующее разрешение, то штрафы составят от 5 до 15 тысяч рублей, а для должностных лиц от 35 до 50 тысяч. С февраля же вступают в силу обновленные правила программ льготного кредитования. Основное изменение коснулось семейной ипотеки. Теперь супруги могут оформить только один такой кредит на семью, при этом льготная ставка сохраняется на уровне 6%. В то же время финансовый сектор готовится к изменениям в субсидировании банковских комиссий, что может повлиять на итоговые расходы заемщиков, хотя точные суммы пока остаются предметом обсуждений. Эксперты также предупреждают о вероятном повышении первоначального взноса в ближайшем будущем, что станет дополнительным фильтром для покупателей. Что делать, если ранее один из супругов брал семейную ипотеку, оформил на себя? Что делать со вторым супругом сейчас? Да? Смотрите, тут имеет значение, когда была оформлена семейная ипотека. Если семейная ипотека была оформлена до 23 декабря 2023 года, то спокойно оформляют сейчас новую семейную льготную ипотеку. Если же после вот этой даты, еще раз, 23 декабря 2023 года была оформлена семейная ипотека на одного из супругов, то сейчас, чтобы взять вторую семейную ипотеку, необходимо будет закрыть первую ипотеку, ту семейную льготную, еще чтобы родился еще один ребеночек у нас. И третье условие, площадь должна быть больше той, которую они ранее приобретали по льготной ипотеке. Искусственный интеллект стремительно развивается и все активнее используется в образовании. Современные нейросети способны анализировать информацию и создавать тексты. При этом в вузах усиливают контроль за самостоятельностью студентов. В системе антиплагиат появилась функция выявления работ, написанных с применением ИИ. При обнаружении таких фрагментов студенту необходимо доработать текст и повысить его уникальность. А вот вопрос признания искусственного интеллекта в качестве помощника пока находится на стадии разработки. Допустимый объем заимствований составляет не более 40% для бакалавров, 30% для магистрантов и 20% для аспирантов. Появился первый полноценный инструмент для оценки использования искусственного интеллекта в студенческих работах. Эта технология показывает то, как студенты используют искусственный интеллект в своих работах, где именно писали и редактировали текст самостоятельно. Вот эта разработка, внедрение помогает российским университетам выстраивать прозрачные правила работы с искусственным интеллектом и поддерживать академическую честность. Ну а вчера российское студенчество отметило свой главный праздник – Татьянин день. В честь этой даты в колледже цифровых технологий АйТын ежегодно проводится церемония награждения «Лучшие из лучших», где чествуют студентов, отличившихся за прошедший год. Какие именно номинации вручали в этот раз, расскажет Виолетта Засимова. В этот день на сцену поднимались десятки талантливых ребят, отличники учебы, спортсмены и творческие натуры. Награды нашли своих героев в номинациях «Прорыв года», а также за достижения в науке, медиасфере и патриотическом воспитании.
Лучшей в прохождении производственной практики стала Снежана Пахомова, выпускница специальности «Туризм и гостеприимство». В конце прошлого года она стажировалась в Хангаласском краеведческом музее. За 2 недели студентка детально изучила деятельность учреждения и разработала предложения по увеличению потока посетителей. Идея Снежаны – наладить сотрудничество с якутскими турфирмами, чтобы по пути, например, на Ленские столбы, они заводили группы в Покровск для посещения музея. Чтобы они узнали истории Хангаласского улуса, культурно обогатились и расширили свой кругозор. Здравствуйте, меня зовут Жирков Никита, я 10-й комнаты. Немножко рум-турум покажу. Еще одной важной номинацией стала «Лучший житель общежития». Это звание завоевал первокурсник Никита Жирков из Кобяйского улуса. Несмотря на то, что он живет в общежитии меньше полугода, Никита уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Со всеми детьми он хорошо ладит, с сотрудниками тоже хорошо ладит, всем помогает, подает хороший пример. Молодой человек всегда готов помочь в решении бытовых вопросов, починить мебель или перенести тяжелые вещи. Кроме того, он активно участвует в организации досуга не только в общежитии, но и в колледже, а также является IT-волонтером. IT-волонтеры всегда помогают пожилым людям, например, или тем, кто не умеет всякие приложения. Ты там приходят, они тебе говорят, типа, у меня там не работает, типа, какое-то приложение, помоги мне. Я начинаю там копаться и делаю свою работу. Все, помогаю. Подобные мероприятия наглядно показывают, что современный студент – личность многогранная. Это и исследователь, и активист, и мастер своего дела. Высокая оценка их труда и талантов становится для ребят мощным стимулом не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В АГАТУ состоялась презентация книги, посвященной памяти почетного гражданина республики, выдающегося ученого Афанасия Чугунова. Афанасий Васильевич был основоположником научной школы и селекционеров-животноводов Якутии и внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он стал первым выпускником АГАТУ и за годы научной деятельности опубликовал множество монографий и научных работ. Книга с воспоминаниями об ученом-аграрнике вышла тиражом в 300 экземпляров. В издании представлены воспоминания коллег и родственников, статьи разных лет. Молодое поколение, конечно, они как хорошего организатора, наставника, советника, как представителя якутской интеллигенции оценивают. Он не только был и преподавателем, он и был членом Союза журналистов и писателем тоже Российской Федерации, поэтому у него, у него очень много, 11 монографий, очень много учебных пособий, потом научно-публицистических изданий и 19 литературных книг. Педагоги и юные корреспонденты объединения «Ракурс», Центр развития детского творчества «Пегас», провели в музее урок, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Юнкоры рассказывают» и было приурочено к дате 27 января, Дню воинской славы. Юлия Ивановна Фролова уже не первый год возглавляет детское объединение юных корреспондентов. С музеем Усть-Энергским краеведческим мы взаимодействуем тесно, не первый год. У нас цикл мероприятий ежегодно запланирован. И на его базе мы проводим целый ряд патриотических мероприятий, которые рассказывают не только об истории нашей страны, но и об истории нашего края, поселка Усть-Энеры, Аймикония. Юнкоры Николай Толстяков и София Меликситян, выступавшие в роли соведущих, посчитали за честь рассказывать сверстникам и даже ребятам постарше о такой тяжелой странице истории нашей страны. И очень серьезно подготовились. На самом деле, я когда читала текст, мне было очень грустно, и я понимала, что я буду рассказывать то, что было перед нами, что те, кто воевали, это было для нас, чтобы мы сейчас, обедали, а тогда у них было, всего лишь 125 граммов хлеба. И то есть я знала, что я несу очень большую честь. Как ты думаешь, ребята запомнят этот урок в музее? Я думаю, да, потому что, когда я рассказывала, они стояли и внимательно очень слушали. Слушали внимательно, осторожно брали предложенный кусочек хлеба, шепотом делились мнениями. Неужели можно выжить, получая в день всего 125 граммов непонятно из чего испеченного хлеба?
Мне очень понравилось. Здесь рассказали о том, как жили люди, как они выживали. Меня больше всего поразило то, что люди ели хлеб из опилок, одежду и много всего меняли на хлеб. Он был на вес золота. Мне хотелось бы побывать в Ленинграде, побывать посмотреть на памятники, побывать на выставках различных, чтобы узнать больше о блокаде Ленинграда. Детям очень интересно здесь, они внимательно слушают, рассматривают экспонаты, задают много вопросов. Я думаю, что музей здесь нам оказывает неоценимую помощь. Сканцуй Андрей Устроев, Уснера. Якутяне покорили международный фестиваль. Филиал Бердигистяхской детской школы искусств «Телема Гарас» продолжает радовать достижениями. В 2025 году его воспитанники стали лауреатами международного многожанрового фестиваля в городе Удалянче. С 2017 года филиалом руководит Кюней Наговицына. Ее подход к обучению широкий и многогранный. На фестивале в Удалянче юные артисты покорили жюри и зрителей яркими оригинальными постановками. Фестиваль собрал творческие коллективы и солистов из разных стран, представив настоящий калейдоскоп жанров. Якутия заявила о себе громко. В мероприятии приняли участие 144 ребенка из республики. Я занимаюсь капюшером 1 год, и мы поехали в Китай. Мы в Удалянче были в бассейне и побывали в городе Хайха. И там мне очень понравился музей вулканов и китайская школа. Год культуры в Амгинском Улусе начался с открытия выставки мастеров кузнечного дела Александра Карамзина и Альберта Фомина. Призеры 51-й международной выставки «Клинок традиции и современности», многократные победители и призеры республиканских конкурсов представили множество предметов, созданных своими руками. Выставка продлится до 20 февраля. В течение месяца для жителей Улуса запланированы 4 мастер-класса и завершит цикл мероприятий «Круглый стол», посвященный технологиям кузнечного дела и обмену опытом между умельцами. В рамках этой выставки сегодня мы презентовали доспехи ламинарные якутского типа. Да? Шлем это является находкой, он официально есть. Источников по научным трудам наших ученых и каталогах есть. А ламели, они хранятся в музее Ярославска, и оттуда мы именно по технологии мы нашли примерно вот такой должен быть, как должен выглядеть по практичности. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.